В эфире информационно-аналитическая программа «События недели», в студии Белла Кварчия. Здравствуйте. На этой неделе распоряжением президента Аслана Абжаня в Абхазии вновь были продлены некоторые ограничительные меры в связи с угрозой распространения коронавируса. Таким образом, до 15 июня 2020 года по-прежнему будет закрыта российско-абхазская граница, запрещена туристская и экскурсионная деятельность, запрещено проведение культурно-массовых мероприятий. Кроме того, запрещена работа спортивных залов, спа-салонов, саун, массажных салонов, оказание стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний, требующих неотложной помощи. Также запрещена деятельность учреждений культуры и деятельность дошкольных учреждений. Работа объектов торговли и общепита разрешена только при соблюдении предписанных санитарных норм. Распоряжение о продлении некоторых ограничительных мер в республике до 15 июня 2020 года президент подписал на основании решения Координационного штаба по защите населения от коронавируса. Заседание штаба прошло 30 мая под председательством премьер-министра Абхазии Александра Анкваб. По словам главного санитарного врача Людмилы Скорик, за прошедший период было отслежено более 6 тысяч человек, которые заехали в Абхазию. Среди них водители грузовых автомобилей, военнослужащие и лица, имеющие дипломатическую неприкосновенность. Людмила Скорик также сообщила, что продолжается работа по изоляции организованных групп, заезжающих в пансионат «Айтар». В настоящее время в стационаре Гудаутской ЦРБ проходит лечение 11 больных коронавирусной инфекцией, и состояние их здоровья удовлетворительное. Премьер-министр Александр Анкваб сообщил о своей осведомленности по поводу отдельных медиков, которые не соблюдают меры защиты. Плохо, когда приходят на прием посетители и не то что сетуют, они абсолютно справедливо предъявляют претензии. О каком карантине вы говорите, если ваши медики, вот я употребляю выражения, которые они применяют, сами не соблюдают эти меры. Что нужно для этого сделать? Позвать главврачей? Можем позвать. Освободить их от занимаемых должностей? Можем освободить. Что для этого надо еще? Какие меры агитации, пропаганды, административного воздействия? Что нужно сделать? Ведь мы делаем минимум возможного, потому что для максимума у нас нет средств. Тамаз Мурманович, вам поручение, вам, вашим заместителям, руководителям, которые работают в министерстве, чаще бывать на объектах, на ваших объектах и получать достоверную информацию. Главный санитарный врач столицы Алла Беляева рассказала, что за все время карантина через пансионат «Айтар» прошли 302 человека. Из них студентов военных и военизированных вузов 300 человек. Александр Анкваб указал на оставленную курсантами после себя антисанитарию и разгром гостиничных номеров, отметив, что воспитанием молодежи не занимаются. Временно исполняющий обязанности министра обороны Беслан Свижба сообщил, что в управлении министерства запланирована встреча с курсантами и их родителями, где будут обсуждены все эти вопросы. В завершении заседания Координационного штаба по защите населения от коронавируса было принято решение продлить некоторые ограничительные меры до 15 июня. С 26 апреля на восточной границе Абхазии возобновлена работа КПП «Ингур». Граждане Абхазии, которые находились на лечении в Грузии, теперь могут вернуться домой. В каком режиме сегодня функционирует государственная граница и при каких условиях осуществляется переход граждан, расскажет Алика Трапш. Из-за пандемии коронавируса государственная граница по реке Ингур была полностью закрыта с 14 марта. Граждане Абхазии, в частности жители Галского района, выехавшие в Грузию на лечение и по другим вопросам, не могли вернуться более 2 месяцев. И вот с 26 мая решением правительства Абхазии государственная граница по реке Ингур открылась. Это временная мера, которая позволила вернуться жителям Абхазии к себе домой. Здесь же организован специальный пункт, где врачи Галской ЦРБ проверяют температуру пересекающих границу людей, делают забор биоматериалов на наличие COVID-19. Как закончим всю работу, все отправляем в Сухум. А ответ будет завтра. Там всех вместе не пускают. Они по 5, по 6 человек пускают, которые сюда возвращаются. Они говорят, что там тоже измеряют температуру, но тест не берут. А у них справка на тест, что они брали вот на COVID-19, у них нету такого.
Поэтому мы обязаны взять тест на COVID-19. За прошедшие сутки порядка 150 человек вернулись из Грузии. К моменту нашей съемки количество людей, пересекших границу, было не более 50 человек. Здесь же на месте сотрудники МВД фиксируют данные прибывающих, так как все они должны находиться на двухнедельной самоизоляции. Дедушка 3 месяца была в Зеленчихе, и сейчас вернусь дома. Далее наша съемочная группа посетила 2 контрольно-пропускных пункта на границе с Грузией – Набакия и Атабая. Данные КПП для пересечения государственной границы были закрыты еще в 2016 году постановлением Кабинета министров Абхазии. Охрану государственной границы по реке Ингур осуществляет погранотряд СГБ Абхазии совместно с погрануправлением ФСБ России. Относительно недавно в грузинских СМИ появилась информация о том, что на территории Абхазии идет процесс так называемой незаконной бордеризации, то есть замены установленных ранее колючих ограждений на границе между Абхазией и Грузией. Ситуация в районе сейчас очень спокойная. Не только сейчас, уже несколько лет, благодаря совместной работе наших погрануправлений России и Абхазии, стабильность видно. То есть нет никаких каких-то, которые были раньше, подрывов или каких-то диверсионных актов. Наше погрануправление совместно с погрануправлением Российской Федерации занимается своим делом на основании закона Республики Абхазия о государственной границе от 21 мая 2010 года. Происходит то, что на границе между Грузией и Абхазией заменяются устаревшие столбы, ограждения. Это происходит на основании договоренностей, которые у нас были подписаны с нашим союзником и стратегическим партнером Российской Федерации. Все в рамках закона. Грузия уже свыше 27 лет занимается этой пропагандой. Как мне лично видится, наверное, это опять-таки же связано с женевскими дискуссиями, которые должны быть в ближайшем будущем. Скорее всего, это связано с этим. Для дестабилизации обстановки в стране и продолжения своих каверзных дел со стороны государства Грузии. В настоящее время имеются случаи бесконтрольного перепаса домашних животных с Грузии на территорию Абхазии и обратно. Это является ничем иным, как пограничным инцидентом. Пограничниками принимаются различные меры по борьбе с данной проблемой, в числе которых и возведение санитарных заграждений, чтобы не допустить бесконтрольный перепас домашних животных через госграницу и тем самым предотвратить распространение заболеваний общих для человека и животных. Аля Катрап, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. На этой неделе продолжилось формирование исполнительной власти в республике. Указом президента Абхазии Аслана Абжания 27 мая исполняющим обязанности главы администрации города Новый Афон был назначен Тимур Отарба. В тот же день Аслан Абжания подписал указ о назначении Галуста Трапезаняна председателем Государственного комитета по стандартам, потребительскому и техническому надзору. 29 мая президент подписал указ о назначении исполняющим обязанности главы администрации Ачимчирского района Станислава Амичба. Были сделаны и другие назначения. 26 мая президент Абхазии Аслан Абжания провел первый после вступления в должность прием граждан по личным вопросам. Часть обращений главе государства касалась решения социальных проблем, трудоустройства молодых специалистов и других личных вопросов. Также были и предложения по решению общественно значимых задач. В частности, речь шла о реконструкции объектов здравоохранения и социальной сферы. Президент обещал оказать содействие каждому в решении проблем. 28 мая президент Абхазии Аслан Абжания провел рабочее совещание по вопросам завершения мероприятий инвестпрограммы на 2017-2019 годы, в том числе по незавершенным и переходящим объектам, а также по подготовке мероприятий на инвестпрограмму 2020-2022 годов. Главе государства было доложено о ходе реализации инвестпрограммы. Президент обратил внимание участников встречи на важность тесного взаимодействия ответственных ведомств и необходимость целевого использования средств инвестпрограммы. Аслан Абжания поручил участникам совещания тщательно следить за тем, чтобы строящиеся объекты были сданы качественно и в срок. Наши граждане знают о том, что на протяжении многих лет Российская Федерация нам оказывает помощь. И очень важно, чтобы эта помощь доходила до адресатов должным образом. В связи с этим было принято решение собраться таким составом, проанализировать работу, которая была проведена в последнее время, посмотреть, как расставить акценты в будущем, с тем, чтобы наша работа была более эффективной и продуктивной.
Совещание по вопросам защиты прав инвалидов Отечественной войны народа Абхазии провел премьер-министр Александр Анкваб. В частности, речь шла о работе Фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии и реализации обязательств фонда перед его подопечными. Представитель КРУ привел данные о нарушениях финансовой деятельности фонда при осуществлении материальной помощи подопечным фонда, организации их лечения, обеспечения инвалидов медикаментами, а также нарушения по аудиту основных средств. Общая сумма по всем видам финансовых нарушений за 2019 год составляет около 33 миллионов рублей. По итогам совещания всем участникам встречи были даны соответствующие поручения. По результатам сегодняшнего совещания ряду министерств будут даны поручения провести инвентаризацию всей действующей нормативно-правовой базы по лекарственному обеспечению инвалидов Отечественной войны народа Абхазии. Необходимо, стоит задача упорядочить процесс выдачи, обеспечения лекарственными препаратами инвалидов войны, оказать содействие фонду в организации работы эффективной, провести инвентаризацию задолженностей фонда перед медицинскими учреждениями как на территории Республики Абхазия, так и за пределами Республики Абхазия, разработать нормативно-правовую базу, которая бы регламентировала санаторно-курортное лечение инвалидов Отечественной войны, чтобы не было таких моментов, которые были выявлены контрольно-ревизионным управлением, когда одни и те же люди регулярно выезжают на санаторно-курортное лечение, а многие инвалиды Отечественной войны ни разу не находились на санаторно-курортном лечении. То же касается оказания материальной помощи. Имеют место факты, выявленные контрольно-ревизионным управлением, когда одним и тем же гражданам регулярно материальная помощь оказывается. Многие граждане такую помощь не получали. Необходимо вообще конкретизировать, нормативно урегулировать, кому необходимо и в каких случаях оказывать материальную помощь. Премьер-министрам дано поручение разработать проект распоряжения, который будет направлен на исключение нарушений в деятельности фонда и на упорядочение деятельности фонда. Подозреваемый по делу о стрельбе на столичной набережной Эрик Чкадуа задержан сотрудниками МВД совместно с СГБ Абхазии в Сухуме в одной из квартир жилого дома по улице Воронова около 6 часов вечера в пятницу 29 мая, сообщает пресс-служба МВД. Подозреваемый доставлен в МВД Абхазии. Напомним, что в результате стрельбы на набережной Сухума 22 ноября 2019 года погибли 3 человека. Расследование всех преступлений, а также применение мер наказания по отношению к тем, чья вина доказана судом, должна осуществляться исключительно в рамках закона. Это прерогатива государства. Такова принципиальная позиция президента. Об этом заявил на встрече с исполняющим обязанности председателя Совета старейшин Абхазии Аполлоном Дума руководитель администрации президента Алхаз Квициния. Встреча прошла по поручению президента Аслана Бжания. Обсуждался вопрос по предотвращению случаев возникновения вражды между родами и фамилиями. Была выражена обеспокоенность руководства страны тем, что в последние годы наметилась тенденция по увеличению такого рода случаев. Было отмечено, что когда граждане увидят справедливое и объективное расследование преступлений со стороны правоохранительных органов, почувствуют равенство всех перед законом, несомненно, попытки самостоятельно решать подобного рода вопросы будут минимизированы. В свою очередь, Аполлон Дума отметил, что Совет старейшин использует все свои возможности по недопущению вражды между целыми фамилиями и семьями. Накануне ночью в Тхварчале из-за сильного порывистого ветра в одном из жилых домов сорвало кровлю здания. Кроме того, несколько больших деревьев повалило, одно из которых упало на балкон квартиры. Последствия стихии устраняли сотрудники МЧС совместно с городскими службами. Наша съемочная группа побывала на месте происшествия и выяснила, каков ущерб. В Тхварчале по улице Абжийской из-за разгула стихии сорвало большую часть кровли жилого дома номер 5. Происшествие произошло ночью. Резко усилившийся ветер повалил несколько деревьев, а одно из них упало на жилой многоквартирный дом, повредив пару балконов. К счастью, никто из жильцов не пострадал. Я дома находилась, было 10:30, сильный ветер был. И смотрю, свет загорелся и вспыхнуло этот. Я посмотрела, дерево упало, испугались очень. Когда на моей соседке я зашла, у нее уже елка лежала на балконе и на окне, на кухонном.
На балкон не могли выйти, потому что ужас, что творилось. Летели вот здесь вот эти крыши, эти промнастилы. В соседнем доме тоже крышу снесло полностью, почти. И потолок пробило. К утру на место происшествия выехали сотрудники МЧС. Они вместе с городскими службами занялись устранением последствий стихии. В ликвидации последствий также принимали участие подразделения пожарно-спасательного отделения «Очамчиры». Та крыша, которая была снесена ветром, МЧС и коммунально-хозяйственные службы ЖКО, они разбирают, чистят, а также елки, которые упали, занимаются обрезкой. Совместно службы пожарно-спасательных частей МЧС, Очамчиры и Тхварчал. Чтобы оценить ущерб, нанесенный стихией, в Тхварчал приехал первый вице-премьер Беслан Джопуа. Осмотрев место происшествия, он отметил, что правительство окажет помощь в восстановлении сорвавшейся кровли дома. В связи с тем, что намечается дождь, могут еще больше повредить. И поэтому сейчас принимаются меры, руководством Абхазии выделены средства, смета составляется, формируются материалы. И я думаю, что можно избежать будет дальнейших повреждений. Вот такая ситуация. Помимо этого еще некоторые здания здесь тоже повредили. Вот за выездом торговое здание тоже крышу снесло, тоже будем смотреть, насколько это возможно. Там немножко полегче, потому что там нет жителей, там если даже повредится, то хоть площадка. А тут вот люди живут со своими такими вот проблемами. И будем принимать меры, вот, что это возможно сделать. Таким образом, кровля дома номер 5 по улице Абжуйской будет восстановлена в ближайшее время. Алика Трапшина, Алагухава, Абхазское телевидение. На этой неделе прошло 2 месяца с объявления в стране режима чрезвычайной ситуации и введением целого ряда ограничительных мер в связи с угрозой распространения коронавируса. Какие задачи в этот период стояли и сегодня стоят перед МЧС республики? Как сотрудники ведомства обеспечивают безопасность граждан при различных чрезвычайных происшествиях и какую роль играет техническое обеспечение службы? Об этом мы побеседуем с министром по чрезвычайным ситуациям Абхазии Львом Квициния. Здравствуйте, Лев Константинович. Здравствуйте, добрый день. Приятно вас здесь видеть. Спасибо большое, что пришли к нам в студию. Наша страна прошла некий Рубикон. 2 месяца назад было чрезвычайное положение в связи с COVID-19. Руководство страны, оперативный штаб принимали определенные меры по тому, чтобы не распространилась здесь инфекция. В том числе были и задачи на МЧС Абхазии. Скажите, пожалуйста, каковы были эти задачи и, как вы считаете, справились вы с ними? Ну, я хочу сказать, что работа продолжается и по сей день. С 25 числа, согласно распоряжению правительства Республики Абхазия, МЧС был задействован, в частности, медицинское управление МЧС Республики Абхазия на границе, то есть они выполняют те задачи, которые поставлены перед ними. И на постоянной основе мы также дезинфицируем объекты, в которых есть необходимость, то есть это согласовано с Министерством здравоохранения. То есть постоянно по сей день ведется определенная работа. Мы знаем, что сотрудники МЧС дежурят на КПП ПСО. Тоже каковы задачи там сотрудников МЧС и как они справляются? Ну, как я прежде говорил, это медицинское управление, в основном у них стоят определенные, перед ними поставлены определенные задачи. Они проверяют температуру тех, которые пересекают границу, записывают их данные, координаты, контактный телефон, ведут определенную работу с ним, то есть разъяснительную работу, скажем так, потому что правила поведения граждан, как они должны самоизолироваться, что они должны делать. И всю эту информацию, начиная с контактный телефон и домашний адрес, все это передается в Минздрав, а пограничники передают МВД, и потом идет определенный контроль, и они занимаются ими. Если не связывать ситуации с COVID-19, наверняка задачи МЧС остаются те, которые были всегда. Как эти 2 месяца прошли? Были ли какие-то срочные вызовы? Были ли какие-то происшествия, где необходима была помощь сотрудников МЧС? Безусловно. Жизнь продолжается, и разного рода чрезвычайные ситуации, происшествия, пожары никто не отменял. И
Мы работаем в штатном режиме, немножко с усилением, потому что вся медицинское управление, скажем так, они направлены на борьбу с коронавирусом, а остальные службы, то есть и пожарные, и горноспасатели, вся оборудование, техника, все направлено в случае разминирования, в случае других чрезвычайных ситуаций. К великому сожалению, по сей день мы находим не взорвавшиеся мины, снаряды последствия войны. Вот. И поэтому в разных направлениях, как обычно, в штатном режиме работают все службы. А была приостановлена деятельность по переподготовке кадров, повышению квалификации? Я знаю, что вот тех же специалистов по разминированию обучают специально, там в Россию выезжают, и на каких-то курсах молодые люди обучаются. Эта деятельность сейчас, наверное, приостановлена? Безусловно, сейчас мы видим, что вообще происходит не только в нашей стране, во всем мире, и поэтому есть и какие-то направления, которые мы обращаемся к нашим коллегам, если нам что-то понятно или непонятно, нам нужны консультации какие-то, то мы обращаемся, мы по телефону и выясняем ту информацию, которая нам необходима. А так, конечно, в этом направлении сейчас все приостановлено. Ну, вообще, хватает таких специалистов у нас здесь? У нас есть ребята подготовленные, они прошли определенные курсы, и потом они еще со времен войны имеют определенный опыт, и они работают четко, определенный стаж, у них есть большая практика, и поэтому в этом направлении у нас нет проблем. Это специальная служба там у вас? Да, у нас это специальная служба, она существует уже с первых дней создания вообще МЧС в Абхазии, и они выполняют очень большую работу. К великому сожалению, до сих пор мы, я прежде говорил, часто встречаемся с такой проблемой. МЧС также, наверное, как и медицина, как и некоторые другие отрасли, очень зависит от технической обеспеченности работы МЧС. Как в этом плане обстоят дела? Вообще, какие перспективы? Мы знаем, что ведомство очень активно сотрудничает и с Российской Федерацией, и личные связи есть, межведомственные связи есть. Конечно, в этом случае нельзя не отметить наши межведомственные отношения. МЧС России в свое время оказал большую неоценимую вклад, помощь в развитии МЧС Абхазии. И по сей день мы с ними сотрудничаем. Недавно, в прошлом году, сильные пожары. Без поддержки МЧС, если бы они не выделили бы воздушный транспорт, там, Б-200, вертолет специально оборудованный для тушения лесных пожаров, то нам навряд ли удалось бы справиться с этой проблемой. Да и во многом других направлениях они нас всегда поддерживают, понимают. И для нас это очень важно, и мы всегда благодарны. И сейчас мы ведем переговоры для того, чтобы возобновить в направлении гуманитарной помощи еще на 2021-2022 год, потому что то необходимое оборудование, те средства для выполнения тех задач, которые стоят перед нами, без поддержки сложно, не хватает нашего, безусловно, бюджета. Сегодня уже необходимо работать в направлении пожаротушения. В основном пожары происходят в горных местностях, а там труднодоступные места. Без авиации нам не обойтись. И поэтому нам просто необходимо вертолет, который был бы оборудован для тушения лесных пожаров. Также и не вертолет для медслужбы, для санавиации. Это просто сегодня этот вопрос стоит очень остро. Но сейчас тоже больных, и, насколько я знаю, транспортирует авиация. Это вы задействуете самолеты не свои, да? И мы арендуем небольшой вертолет Ми-2. Безусловно, она не оборудована никаким медицинским оборудованием. Этот вертолет предназначен был для
выполнения, допустим, для сельского хозяйства, для опрыскивания и так далее, то мы вынуждены как бы использовать, потому что этот вертолет имеет уже определенные ресурсы, но тем не менее она оказывает нам большую поддержку, потому что быстро, оперативно решать вопросы. Даже когда вот мы мониторим территорию, мы же не знаем, где, в каких местах, что горит, ситуация. Так что этот вертолет, скажем так, двойного назначения. В горах, если кто-то получил там ушибы, кто-то там, кому-то там тяжело, мы всегда вылетаем, и особенно в Кодорское ущелье, на Псху, быстро, оперативно оказываем необходимую помощь. А какова судьба вот этого соглашения между МЧС России и МЧС Абхазии по поводу быстрого реагирования на какие-то вещи, которые здесь происходят? Но буквально мы должны были вот еще в прошлом месяце подписать это соглашение, но в связи со сложившейся ситуацией откладывается. Но этот уже все ведомства, те, кто с кем необходимо было согласовать, согласовано. Так что в ближайшее время, как позволит нам ситуация, так мы и будем подписывать с ним соглашение. Мы чуть-чуть затронули тему кадров, и в этой связи я хочу спросить о наших курсантах, которые сейчас обучаются в российских вузах. Сейчас они приехали на каникулы, многие из них попали, вернее, все они попали на карантин. Вот, расскажите, пожалуйста, сколько человек приехало, как себя сейчас ощущают ребята, идет ли общение? Наших курсантов немного, так скажем, мы их встречали в 2 этапа. Первый раз приехало 13 человек, потом 10. Все они находятся в Айтаре. С ними работают наши волонтеры, наши же сотрудники. Со стороны руководства и администрации, скажем так, замечаний нет. Они строго по графику выполняют те задачи, те условия, которые поставлены перед ним. К ним вопросов нет. Уже все приехали, кто должен был? Нет, еще должны приехать в конце июня 7 человек, 7 курсантов, 2 из них выпускники, они учатся в Академии гражданской защиты. Ну, пока у них идут занятия, ну, если будет такая необходимость к тому времени, точно так же, как и остальных курсантов, мы их разместим. Для этого есть все условия, и поэтому я здесь не вижу особых проблем. Когда начнется новый учебный год, ведомство каким-то образом будет организовывать их отъезд. Все вместе они или уже каждый по отдельности, скажем так, из своих семей ребята поедут? Все это будет зависеть от ситуации. И, если все будет стабильно, то это уже проще. Это у нас каждый год это практикуется, да, как обычно, в обычном режиме. А если будут какие-то другие сложности, то мы будем обсуждать и принимать решения, будем согласовывать с руководством вузов профильных и будем принимать решения. Немножечко хотелось бы ваш комментарий о непогоде в Ткварчале. Там были достаточно сильные разрушения. Как МЧС решает эту проблему, устраняет последствия непогоды? Вы знаете, это все было неожиданно, там место разрушений. Надо должное отдать и коммунальным службам города Ткварчал, и вообще все жители. К нашему приезду мы были там около 9 часов, наверное, 8:30. И было понимание, все вместе, и быстро мы ликвидировали то, что возможно было, то, что было в наших силах. А касаемо там кровли и так далее, это уже отдельная тема, там будут заниматься специалисты. Я, насколько знаю, уже поставлены задачи и ведутся работы. Честно говоря, предвещающее какое-то такое усиление ветров и по прогнозам погоды и вообще не было. Для нас это было неожиданностью, потому что мы получаем
предварительно, если что-то, какие-то угрозы, связаны тем более с погодой. Ну, на этот раз оно прошло как бы локально, вот полосой, и для нас, для всех, еще раз говорю, была неожиданность. К счастью, никто не пострадал, а могло быть, потому что то, что сорвало ветром кровля, где-то метров 10, 15, 20, ну и это было где-то без 20-12 ночью, поэтому людей не было, к счастью, в городе, и поэтому все обошлось без жертв, никто не пострадал. МЧС, сотрудники МЧС всегда приходят на помощь как можно быстрее в кризисных ситуациях. Скажите, как часто сотрудники слышат слова благодарности от людей, которым они помогли? Надо отдать должное, люди понимают, и самая большая оценка для нас – это мнение народа, и часто, я прошу за свою нескромность, часто подходят даже совершенно незнакомые люди и благодарят за нашу службу. И это для нас как аванс, и она дает дух и желание еще лучше работать и выполнять те задачи, которые необходимы. Как защищены сами сотрудники? Хватает ли у них обмундирования, личных средств защиты для выполнения своей деятельности? С этим как обстоят дела? То есть наши спасатели, когда идут и спасают, очень рискуют или все-таки как-то защищены? Ну, сказать очень рискует. Конечно, везде присутствует определенный риск, но в любом случае нужна страховка. Потому что не только спасение людей и ликвидация чрезвычайной ситуации, в первую очередь, это самосохранение. Поэтому мы на это делаем акцент и делаем все возможное, чтобы наши сотрудники были, во всяком случае, защищены. И, слава Богу, за 14 лет работы в каких-либо операциях никто не пострадал. Вот. Но, конечно, оборудование надо обновлять, там есть спецсредства, которые необходимы. Но мы же понимаем, что если сказать, вот, что нас 100% обеспечить, это просто нереально. Это большие затраты. Ну, по мере возможности, благодаря нашим российским коллегам, то, что необходимо для выполнения тех или иных задач, мы это имеем. Как вы считаете, для того, чтобы стать спасателем, например, да, молодой человек, если хочет стать спасателем, то какие качества должны быть у него? Самое основное, на мой взгляд, он просто должен любить людей, он должен любить свою профессию, он должен думать только об этом, как спасать, как делать добро и как помогать людям. Если у этого человека, у спасателя, у нее или у него нет этих качеств, он не сможет работать. Это главная задача. Главная, наверное, для всех спасателей. Поэтому те, кто приходит к нам на работу, они, скорее всего, осознают всю сложность и всю преданность своей работы. Поэтому я могу смело заявить, что у нас нет текучесть кадров. Несмотря на те зарплаты, на те условия, погода, непогода, день, ночь, для спасателей не существует выходных. Все зависит от ситуации. Поэтому я лично очень благодарен своим сотрудникам и, честно говоря, горжусь ими. Спасибо большое. Спасибо за вашу работу. Спасибо, что пришли к нам в студию и ответили на вопросы. Всего доброго. Спасибо вам большое. 29 мая исполнилось ровно 9 лет со дня смерти героя Абхазии, кавалера ордена Ахдзяпша первой степени, второго президента республики Сергея Васильевича Багапш. Именно при Сергее Багапше состоялось официальное признание Российской Федерации Республики Абхазия как суверенного и независимого государства. В день смерти второго президента Абхазии в его родное село Джгярда, где он похоронен, со всех концов Абхазии приезжают люди. Цветы к могиле Сергея Васильевича возлагают представители
представители руководства страны, ветераны Отечественной войны народа Абхазии, общественность, все те, кому дорога память о светлом человеке, так сильно любившем Родину и посвятившем служению ей всю свою жизнь. 29 мая в селе Эчгярда память Сергея Багапш почтили президент Абхазии Аслан Бжания, вице-президент Бадра Гунба, премьер-министр Александр Анкваб, члены правительства. В кабинете министров страны прошло расширенное совещание под председательством премьер-министра Абхазии Александра Анкваб. Главная тема повестки дня – обсуждение ряда вопросов, связанных с деятельностью туристической сферы в стране в связи с пандемией в мире. В совещании приняли участие представители профильных министерств, комитетов и местных органов власти. Главная тема повестки дня расширенного заседания Кабинета министров – перспектива туристической деятельности в стране на фоне закрытых границ и разразившейся во всем мире пандемии. Более 20 тысяч человек задействовано в отрасли туризма, не говоря уже о мультипликативном эффекте, который распространяется на всю Абхазию, на все сферы деятельности. Огромное количество людей ждут начала туристического сезона. Точного алгоритма развития, как будут складываться события, у нас нет. Нет не только в Абхазии, во всем мире. Президент Абхазского союза туризма Анна Калягина сообщила, что в связи со сложившейся ситуацией разработаны некоторые предложения, связанные с двумя важными аспектами – налогообложением и вопросами безопасности. Мы подняли два вопроса. Первый вопрос – это бремя финансовое, налогообложение, арендные платежи, а также те платежи, которые сейчас необходимо выплатить, и возвратные суммы. То есть там финансовые есть проблемы у бизнеса, у сектора туристического. И есть вопросы, связанные с безопасностью, прежде всего, наших жителей и безопасностью тех туристов, которые будут въезжать, когда все-таки откроется граница. Премьер-министр Александр Анкваб подчеркнул, что к 15 июня будет известно, можно ли говорить об открытии границ, так как главное – это здоровье наших граждан. Нам очень неприятно выносить и записывать в протоколы, в распоряжение вот такие запретительные меры. Но другого пути пока нет. Сколько человек у нас лежит в обсервации, находится, медиков? Сейчас на сегодняшний день 7. А сколько пришли туда по этому поводу? Сколько? 15 человек. Медиков. Понимаете, какое соотношение? А если, вот я беру это в кавычки, мы откроем границу, и сюда придет турист, в том числе со скрытыми формами этой болезни, а что потом? У нас 2000 койко-мест в медицинских учреждениях. Там, если добавить 200 с лишним койко-мест в родильных домах, этого будет явно недостаточно для того, чтобы решать вопросы. У нас нет анестезиологов, у нас нет реаниматологов, у нас нет специалистов в таком количестве. В ходе совещания были озвучены рекомендации от российских коллег по бизнесу, связанные с безопасностью туристов. Одна из них – обеспечение страховкой граждан, прибывающих на отдых в Абхазию. В принципе, мы могли страховые полисы, российские, медицинские особенно, да, могли быть использованы на территории Республики Абхазия. Это невозможно, пока во всяком случае. Ну, коллеги знают, мы много раз просили и поправку законодательства внести, можно отдельным соглашением это обыграть. То есть, если говорить о той нагрузке на нашу систему здравоохранения и каким-то образом воспользоваться страховым полисом, который может быть выдан, значит, туристу, который хочет приехать в Абхазию, то в данном случае эта ситуация исключается. Не по вине абхазской стороны, есть с нормативом определенные проблемы в данном случае. Говоря о возможности освобождения предприятий от земельного налога и налога на имущество, руководитель налогового ведомства Даур Курмазия сообщил, что правительством готовится предложение об отсрочке квартальных авансовых платежей по данным налогам. Курмазия также рассказал о ситуации с уплатой предприятиями в сфере туризма налога на добавленную стоимость. По вопросу освобождения предприятий от земельного налога и налога на имущество с 1 апреля по 31 декабря скажу следующее. Здесь обозначено условие – это отсутствие туристического сезона. И только при отсутствии туристического сезона будет рассматриваться вопрос о полном освобождении от уплаты налога, потому что это годовая сумма налога. Речь идет в данном случае об авансовых платежах, уплачиваемых в течение года. И этот вопрос нами уже рассматривался, обсуждался с Министерством финансов о предоставлении отсрочки.
И в дополнение к одному из вопросов, соответственно, без применения штрафных санкций. В ходе совещания Александр Анквап отметил и тот факт, что в сфере туризма существует немало проблем, связанных с безопасностью и качеством услуг, предлагаемых туристам. Однако все эти вопросы можно решить лишь сообща. Консенсус необходим. Мы же с вами союзники. Понятно, много претензий обоснованных и к безопасности туристического бизнеса, и к условиям, к отключениям электроэнергии, к отключениям подачи воды, проблемы с канализацией, дорогами, многое другое. Человека надо благодарить за то, что он купил одну бутылку воды у нас на объекте или переночевал сутки. Мы этому тоже должны учиться. Это большая культура, это большая наука туристическая. Это где-то утерянные традиции. А есть те вещи, которых у нас никогда не было, другие формы туристического бизнеса. Александр Анквап также подчеркнул, что в туристической сфере существует и проблема с отчетностью, так как цифры не соответствуют реальному положению. У нас очень много проблем со статистикой, чтобы вы знали. Надо посмотреть, тут надо нарыть очень многое. Если не будет правильной отчетности, правильной статистики, трудно прогнозировать. Премьер-министр Александр Анквап, завершая встречу с предпринимателями туротрасли, отметил, что правительство разделяет все их опасения и на рабочей встрече с профильными министрами детально обсудит методы оказания регулярной поддержки представителям сферы туризма. Гугут Савардания, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. По инициативе Центра социально-экономических исследований в Сухуми прошел научный семинар на тему «Новая фаза кризиса. Вызовы и возможные ответы», на котором обсуждались экономические проблемы республики в условиях пандемии. В работе семинара приняли участие деятели науки, политологи, социологи, предприниматели, а также депутат парламента Рауль Лолуа и заместитель руководителя администрации президента Джансух Нанба. Цель семинара – обозначить существующие проблемы и найти пути выхода из экономического кризиса. Как отметили участники, в сложной экономической ситуации оказались целые отрасли, а также бизнес-сообщества страны. Заместитель руководителя администрации президента Джансух Нанба подчеркнул, что в результате кризиса наше государство, безусловно, пострадает. Задача заключается лишь в минимизации этих потерь. На мой взгляд, крайне важно понимать свои реальные возможности. Сейчас я в первую очередь говорю о государстве и, наверное, самый главный аспект – это о финансовых возможностях. Ведь все прекрасно понимают, что не только предприниматели оказались в кризисе, но и государство в первую очередь с огромной социальной нагрузкой, не всегда эффективно действующими механизмами. Государство, в первую очередь, оказалось в кризисной ситуации. По всей Абхазии для предотвращения распространения коронавирусной инфекции введены ограничительные меры, что отразилось и на весенней призывной кампании. Так, в этом году призыв в вооруженные силы Абхазии был перенесен. Указом президента и министра обороны призывные комиссии начали работу только с 23 апреля во всех районах Абхазии. В первый день начала призывной кампании молодые люди прошли республиканскую медкомиссию, после чего их ждет трехнедельная подготовка в учебном центре. Подробности в репортаже Сарии Кварацхелия. Служба в армии – важный этап в жизни каждого молодого человека. Не зря говорят, не тот мужчина, кто был женатым, а тот, кто был солдатом. В армии призывник проходит не только суровую школу жизни, но и приобретает верных друзей, мужает, духовно и физически крепнет, закаляет характер, становится выносливым и дисциплинированным. Первый день призывной кампании по традиции начался с возложения цветов к мемориалу погибших воинов в Отечественной войне народа Абхазии. Юноши призывного возраста из-за ситуации с распространением COVID-19 соблюдали дистанцию и были в защитных масках. Хочу пожелать всем удачи. Каждый мужчина должен дать долг своей родине. Считаю это нормальным, абсолютно. Каждый должен это сделать. Среди сегодняшних призывников немало тех, у кого отцы и деды сражались за свободу и независимость Абхазии. Есть и те, чьи близкие так и не вернулись из сражений. Этот факт делает стремление молодых людей служить в армии родной страны особенно ответственным. И, конечно же, в этот день родные и близкие были рядом со своими уже взрослыми детьми. Было много пожеланий и напутственных слов. Первым долгом я хочу поздравить всех молодых ребят, которые первым этапом отправляются в армию.
естественно, мы тоже отслужили, и мы знаем, что такое служба, а тем более здесь они будут служить своей родине, и думаю, что они достойно себя покажут. Я очень довольна, что мой сын будет защищать нашу родину. Я желаю всем призывникам удачи, чтобы охраняли нас, и мы будем спать спокойно. Спасибо большое. После церемонии призывники отправились в республиканский призывной пункт для прохождения медицинской комиссии. У входа в военный комиссариат им измерили температуру. Ранее, 18 апреля, российские военнослужащие, оснащенные средствами индивидуальной защиты, провели дезинфекцию всей территории Сухумского военного комиссариата. В частности, было обработано помещение призывного пункта, а также наружные стены здания. Подготовленный контингент призывного ресурса прибыл на первую отправку. Нам, Министерством здравоохранения Республики и, соответственно, и штабом антикоронавирусной борьбы были выделены маски, антисептики, перчатки, то есть все условия для того, чтобы, значит, соблюдать все нормативы, которые перед нами были поставлены. Призывники прошли визуальный осмотр сразу у нескольких врачей, где каждый специалист дает оценку состояния здоровья призывника по итогам исследований на основании уже имеющейся медицинской документации, а также по результатам осмотра. Весенняя призывная кампания будет проходить до начала июля. Призывники, в свою очередь, перед отправкой в военные части пройдут трехнедельную подготовку в учебном центре. Сария Кварацхеля, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. На этом наша программа подошла к концу. Я желаю вам всего доброго и до встречи в эфире.